курорт в черте города. Возможно ли такое? Возможно. В зеленой зоне Уфы, в живописном уголке, расположился санаторий «Зеленая роща». Природа словно сделала подарок для человека в этом месте. Гармонично смотрятся с вековыми деревьями современные корпуса санатория, просторные и светлые, способные вместить достаточное количество отдыхающих. Кстати, помещения и рестораны санатория сдаются в аренду для проведения банкетов и свадеб. «Зеленая роща». На что сегодня готовы и что вы можете предложить своим гостям? Хочу сказать, что у нас хорошая новость. Мы с 1 июля открываем свои двери для жителей Республики Башкортостан и гостей из других регионов для санаторно-курортного лечения. Мы ждем гостей наших потенциальных отдыхающих. Для этого в санатории разработано несколько оздоровительных программ, в которые включены медицинские услуги на основе наших уникальных природных факторов. На территории Зеленой рощи расположен и сероводородный источник. Минеральная вода «Хызыр» успешно применяется в лечении многих заболеваний. В санатории имеется зал ЛФК, ингаляторий, галокамера, кабинеты баротерапии, кинезотерапии и многие другие. Кумысолечение, дыхательная гимнастика цигун, которые позволят повысить иммунитет организма, избавить от стресса и также позволят пройти лечение и провести профилактику заболеваний органов дыхания. Это один из уникальных санаториев, на территории которого находится очень много памятников, в том числе и исторических. Здесь уникальный ландшафтный дизайн. Приезжающие к нам в санаторий обязательно в их курс лечения входит теренкур. На нашей территории у нас 3-4 теренкура. По этим маршрутам отдыхающие любят гулять. Вы видите, какая у нас прекрасная территория, ухоженная, природный ландшафт, прекрасный воздух. И наши отдыхающие получают не только, приливы сил и здоровья, но у них улучшается настроение. А какие интересные места есть у вас? У нас интересные места, если пройти по санаторию. За территорией есть Лысая гора, так называемая в народе. Это возвышенность, с которой открывается прекрасный вид на реку Уфа и реликтовые породы деревьев. Их достаточно много, они по всему санаторию, и есть о них информация на каждой табличке. И наши отдыхающие любят остановиться, почитать про то или другое дерево и, естественно, получить еще и, такое удовольствие. Самое главное, здесь птички поют, да, вот слышно, и бегают белки. Белок у нас очень много, достаточно много, а птички, их прекрасное, пение, оно тоже является лечебным фактором нашего санатория. В заключение я хочу сказать, что мы с нетерпением ждем открытия санатория и ждем наших пациентов. И хотели бы, чтобы они отсюда, получив хорошее лечение, выехали с хорошим настроением и с прекрасным здоровьем. Рустам, пользуясь случаем, я хочу поздравить своих коллег, медиков, с Днем медицинского работника. В эти непростые времена они трудились самоотверженно и героически, и продолжают также трудиться. От всей души я желаю им крепкого здоровья и благополучия. Я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Здесь, конечно, очень здорово. Советую всем здесь отдыхать. Во время пика эпидемии, да и сейчас, остро стоял и стоит вопрос, как быстро пройти тестирование на антитела с COVID-19, проверить свой иммунитет. Очень быстро и даже без направления врача это можно сделать в лабораториях инвитро. Ежедневно в этом офисе компании инвитро на проспекте Октября в Уфе сдают анализы на тестирование до 15 человек. Кстати, за весь период пандемии инвитро протестировало более 250 тысяч россиян. Мы связались по скайпу с генеральным директором компании «Инвитро Самара» Андреем Андреевичем
Логвиным. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуйте. Очень рада приглашению. Мы располагаем более чем 1500 медицинских офисов в нескольких странах и работаем на рынке медицинских услуг мы уже более 20 лет. На территории Башкирии мы представлены на сегодняшний день в 10 населенных пунктах. Сколько человек на сегодняшний день уже протестировано в лабораториях инвитро на антитела? По состоянию на 18 июня тестирование прошло более 276 тысяч человек. Антитела выявлены более чем у 17% людей, которые у нас это тестирование проходили. На 14 июня в Республике Башкортостан было протестировано 1657 человек. Из них у 7,8% выявлены антитела. Мы видим прирост процента выявляемых пациентов с иммунитетом к коронавирусной инфекции. Это говорит о том, что все-таки мы потихонечку с этой проблемой начинаем справляться. Скажите, а насколько точны результаты ваших тестов? Компания «Инвитро» в своей работе использует только проверенные тест-системы. Не должны быть пропущены и допущены как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. Также, наверное, важно добавить то, что в лабораторной диагностике, как и во всех остальных процессах, бывают ошибки, связанные с человеческим фактором. Поэтому мы стараемся максимально, насколько это возможно, автоматизировать все, включая наш производственный процесс. В чем важность пройти вот такое тестирование? Человек, который имеет антитела к новой коронавирусной инфекции, он в десятки раз меньше рискует быть повторно зараженным. Я лично придерживаюсь такой позиции, что на здоровье экономить нужно в последнюю очередь. Какие-то услуги там предоставляются на достаточно высоком уровне по системе государственных гарантий. Про это тоже давайте не будем забывать. Но при этом приходится прибегать и к платным медицинским услугам. Поэтому мы стараемся делать так, чтобы все наши услуги, как по лабораторной диагностике, так и врачебные услуги, они были по карману как можно большему количеству жителей городов, в которых мы ведем свою деятельность. Что нужно сделать, чтобы пройти тестирование? Куда обратиться? Обратиться можно в любой наш медицинский офис, иметь при себе паспорт. И мы просим всех пациентов обращаться к нам только в том случае, если у них отсутствуют симптомы острых респираторных инфекций. Исследование проводится, берется кровь из вены. Северо-западный регион Башкирии имеет свой неповторимый шарм. Нефтекамск и Краснокамский район не спутаешь ни с каким другими. В этих местах своя харизма, своя сила. Крупный промышленный центр северо-западного региона нашей республики, город Нефтекамск, расположен в очень живописном месте. Здесь сливаются Кама и Агидель, здесь растут вековые сосны, здесь очень много исторических памятников. Но главное богатство города – это люди, которые живут и работают в нем. Сегодня мы расскажем вам о коллективе Нефтекамской городской больницы. Доброе утро, девочки. Все живы-здоровы. Очень хорошо, молодцы. Сейчас начнем смотреть наших ребятишек, которые поступили у нас за ночь, поступают. Смотрим их состояние на утро.
Раиса Галямова после окончания педиатрического факультета Башкирского медицинского института всю свою жизнь посвятила лечению детей. С 1992 года она работает в отделении детской реанимации. После окончания медицинского училища я поступила на педфак. Окончив его практически с отличием, начала работать педиатром. В реанимационном отделении я работаю с момента открытия. Люблю свою профессию. Вот взрослый для меня – это что-то неизвестное. А дети, которые уже по одному взгляду видишь, что, с чем страдает, что его беспокоит. Профиль нашего отделения смешанный. Сегодня только вот мы перевели 2 детей в хирургическое отделение и в детское соматическое отделение с улучшением для долечивания. У Раисы Борисовны проходят самые тяжелые дети, которые нуждаются в очень интенсивной терапии, в реанимации. После стабилизации и улучшения состояния их переводят ко мне. Диляра Зиганшина заведует детским отделением. Из реанимации детки попадают на дальнейшее лечение в ее заботливые руки. Я вообще живу работой, обожаю свою работу. Могу работать круглосуточно и несколько суток подряд. Удовольствие я получаю от того, что глазки у ребенка заблестели, улыбка у ребенка появилась. Мама радостная, поправился, улучшился. Не направил стационар 3-го уровня. Это тоже большое счастье для нас. Сами справились. Я летучий голландец. Я в отделении прыгаю, скачу. Я прилетаю буквально в отделении, открываю дверь нараспашку и говорю: «Здравствуйте, Баба Яга пришла». И начинается. Ну, я очень люблю детей. И, соответственно, я получаю взамен то же самое. Это же как ты относишься к детям, к их родителям. Соответственно, благодарность родителей точно возвратом идет. Общее количество населения, которому оказывается медицинская помощь, это более 240 тысяч человек. 4 межрайонных центра. Это по травматологии, по оказанию медицинской помощи онкологическим больным, первичное сосудистое отделение, где оказывается медицинская помощь больным, с инсультами больным, с инфарктами миокарда, перинатальный центр, где поступают роженицы со всего северо-запада республики. В самый критический период первой волны коронавируса врачи полностью взяли ситуацию под свой контроль. Нефтекамские медики сумели запереть вирус в стенах инфекционного отделения. Да, есть реалии, которые на сегодняшний день связаны с ковидом. Развернут госпиталь на 70 коек. Поступают больные также со всего северо-запада, которые нуждаются в лечении в условиях госпиталя. Туда зашла уже у нас 5-я смена, которая отрабатывает по 2 недели в круглосуточном режиме, не выходя из стен госпиталя. В последний год наш мир буквально перевернулся и разделился на 2 периода: до ковида и после ковида. Каким вы видите здравоохранение, работу ваших коллег в этом 2-м периоде? В любом начинании, в любом деле можно находить положительные стороны. Вот если это касается ситуации с ковидом, мне кажется, что она научила моих коллег слаженности работы, ответственности там, где нужно. Поэтому я думаю, что после ситуации с ковид коллектив будет еще более сплоченным, еще более профессиональным и умеющим слаженно и правильно работать. Когда мы снимали наш репортаж, в больницу привезли новое оборудование. В том числе и аппарат искусственной вентиляции легких самого последнего поколения. Мы получили оборудование в рамках программы борьбы с новой ковид-инфекцией. Мы получили по центральной разновятке. Получили 2 наркозных аппарата Мингрей, который позволяет проводить анестезиологические пособия, то есть наркозы разных возрастных пациентов, начиная от детей и младенцев до взрослых пациентов. Также в рамках той же программы получили это высокочастотный аппарат искусственной вентиляции легких, который предназначен для вентиляции легких у пациентов особо тяжелого профиля, в частности у пациентов как раз с ковид-инфекцией.
Мы включаем когда аппарат, мешок у нас моделирует пациента. Вот в данный момент вот идет цикл вдоха-выдоха. Сейчас мы можем, вот сейчас идет пока 100, можем буквально до 200 с лишним поднять частоту дыхания. Видим в реальном режиме времени, как проходит у нас вентиляция. То есть кривые поток давления, все, что необходимо, тут меняется. Работа любого коллектива во многом зависит от атмосферы, которая создается внутри него руководством. В этой больнице вниманием и теплым словом отмечают каждого сотрудника. Что им помогает нам сети? Нам сети помогают понять, насколько востребован доктор, насколько он популярен. Это врачи, которые влюблены в свою профессию. О них можно сказать, что да, медицина для них – это жизнь. И для них нет ни последнего часа работы, ни последнего пациента. У нас такая есть рубрика «Будем знакомы», и иногда мы представляем наших докторов. Я получаю массу позитивных отзывов о наших врачах. К примеру, Диляра Яновна. Смотрите, у нас сколько позитивных отзывов, сколько мамочек, сколько благодарных родителей. И нет такого, чтобы был какой-то негативный отзыв о ней. На каких главных принципах должна строиться работа врача? Если о требованиях к работе больницы, лечебного учреждения и персонала можно сказать очень кратко и лаконично. Это доступность и качество медицинской помощи. Поэтому работники системы здравоохранения, врачи и средний персонал, иные работники должны быть профессиональны, должны знать и качественно выполнять свою работу, но еще они должны быть человечными. Не только своими сотрудниками, но и участием во всероссийской акции доноров гордятся в этой больнице. В сетях наши пациенты, наши доноры. Заведующая отделением медицинской профилактики Наталья Валиева ведет также страницу в социальных сетях с целью улучшения качества работы клиники посредством обратной связи. На сегодняшний день соцсети действительно являются очень важными для приближения общения с нашими пациентами. И, конечно же, пользуясь случаем, я хочу поздравить своих коллег с наступающим Днем медицинского работника. Всем позитива, добра, здоровья, поменьше волнений. И, конечно же, крепкого плеча своих коллег и теплого тыла дома. Посетитель этой необычной больницы в Стерлитамаке на входе встречает бабочка. Мотылек для психиатров олицетворяет человеческую душу. Кстати, чтобы построить эту инсталляцию, сотрудники собрали собственные деньги. Настолько здесь любят свою работу. В республике всего 2 психиатрические больницы. Одна в Уфе, вторая в Стерлитамаке. Стерлитамакская работает на южный регион и охватывает несколько районов. Сергей Валерьевич, есть такая поговорка «чужая душа потемки». Вот вам, как психиатру, вашим коллегам, что удается разглядеть в этих потемках во время общения с пациентом? Вот вы смотрите на меня. Что вы видите, например, у меня в душе с первого взгляда? Ну, во-первых, специальность наша, она не рассматривает потемки души. Мы все-таки врачи, и первое, чем мы занимаемся, это человеческой болью, с душевной болью. Таким образом, мы не потемки разбираем, а пытаемся облегчить страдания. Ну, если это получается по возможности, то их для человека максимально исключить. И только поняв человека, можно понять его глубину боли и наметить какие-то пути для того, чтобы облегчить эти страдания. В сегодняшних реалиях пандемии нельзя не спросить у психиатра об участившихся разладах и даже разводах в семьях. Статистика пугает. Естественно, мы задали этот вопрос нашему собеседнику. Обострение существует, но если вдруг семейная пара чувствует, что они зашли как бы в кризис и не могут уже сдержать вот эти деструктивные посылы, самый простой вариант – это все-таки обратиться к специалистам. И мы в рамках нашей обыденной работы обязательно поможем, обязательно найдем пути выхода. У нас не очень много инструментов для лечения, ну, кроме как бы таблеток психотерапии, психологии. Вот, это один из методов, который в общей совокупности добавляет пользу для скорейшего и быстрого излечения наших пациентов.
А это наши девочки, которые прикладывают максимум усилий в этом. Да, девочки? Да, конечно. Вам нравится работать? Нет? Еще бы. Вот, они всегда такие у меня, не знаю, как отбить это желание. Поговорим о вашем коллективе. Как уживаются вместе столько психиатров? Вопрос очень интересный. Здесь, я думаю, помогает, первое, конечно же, профессия. Коллектив очень дружный, врачей не так и много. Я вот смотрю даже со стороны, мне очень приятно наблюдать, как они без моего участия совершенно быстренько консолидируются, у них всегда вспыхивает какая-то творческая личина в отношении к работе, и они реализуют, и все это идет на пользу людям. Меня как доктора часто спрашивают, нравится профессия, не нравится. Одинаково отвечаю, мне нравится помогать людям исцелять душу. Почему я прихожу на работу? Потому что я ее просто люблю. Мне нравится вот это все. Нравится видеть результат своей работы. Начал работать медбратом Республиканской психиатрической больницы. И эта специальность психиатрия меня как-то увлекла. Прошел интернатуру по психиатрии, увлекательно, нравится лечить. Здание больницы было построено еще в 50-х годах прошлого века. Однако и сегодня больничный городок выглядит как новостройка. Главный врач находит возможность для ремонта старых зданий. Здесь уютно, ярко и красиво. И не только снаружи, но и внутри. Сергей Байков – перфекционист. И это чувствуется, когда находишься на территории больницы. Дневной стационар для детей, медико-реабилитационное отделение, территориально отдален от самой больницы. Это сделано специально. Какие обычные симптомы вы лечите? Сюда к нам обращаются задержка психического развития, непосредственно только речевого развития. Дети с аутистическими тенденциями идут, поведенческими нарушениями также идут. Также риск социальной дезадаптации, это суицидальные тенденции у кого. Мы оказываем помощь этим подросткам и детям. Он же боится нас, взрослых, как бы в своем мире, а здесь у него свой домик, и он со мной общается. Пока в лечебных кабинетах стационара нет пациентов, еще действует режим карантина. Но его работники ждут с нетерпением того момента, когда все эти комнаты вновь наполнятся детскими голосами. Это кабинет Монтессори, направлен на свободную деятельность детей, на развитие мелкомоторики, сенсорное развитие детей. Как это вообще работает? Что тут крутится, вертится? Что тут нужно делать? Вообще дети сами целенаправленно набирают любимый вид деятельности по интересам, по направлениям, и потом уже подходит педагог, психолог. Все на сенсорное развитие детей направлено, на мелкую моторику, воображение, фантазия. Детям нравится здесь? Вообще они с удовольствием сюда приходят? Дети с удовольствием ходят и вообще не выходят из этого кабинета. Спасать жизни людей и дарить здоровье. Что может быть важнее? Тот, кто присягнул этому святому делу и принял клятву Гиппократа, следует этим постулатам всю жизнь. В день профессионального праздника Дня медика коллег поздравляет министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин. Максим Васильевич, мы все пережили очень сложный период, и еще неизвестно, для кого он был сложнее, для медиков или для их пациентов. Как вы оцениваете работу ваших коллег в этот период? Действительно, период довольно непростой. Это определенный вызов, который не только столкнулась башкирская медицина, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, но и в целом вся Российская Федерация. Но даже если говорить глобально, эта пандемия затронула практически каждую страну нашего земного шара. Действительно, та работа, которую показали наши врачи не только республиканских учреждений, ведущих наших клиник города Уфы, но и межрайонных центров, центральных районных больниц, наших участковых больниц показали, что они с достоинством могут принимать такие вызовы. Показало довольно высокий уровень здравоохранения, который поддерживается благодаря усилиям главы республики, работы правительства, те мероприятия, которые реализуются в рамках нацпроекта. Это действительно нам существенно помогло. Это показало, что у нас не было такого взрывоопасного или большого распространения числа заболевших. Говорит о том, что действительно большая командная работа, которая показала свою эффективность.
И убежден, что в дальнейшем такие, так сказать, вызовы, они только придают больше авторитета, дают больше компетенций и показывают именно, насколько профессионально собрана команда. Медики отмечают свой профессиональный праздник. Ваши пожелания вашим коллегам? Да, действительно, у нас наш профессиональный праздник, он отмечается еще с 80-х годов прошлого столетия. В первую очередь, конечно же, хочу пожелать всем здоровья, потому что, несмотря на, можно сказать, нашу слаженную работу, о том, что мы готовы и понимаем, что такое инфекция. Действительно, ряд коллег у нас действительно заболели, уже некоторые выздоровели и сдают активно донорскую плазму, спасая тем самым не только своей работой, но и своей частичкой спасая пациентов, которым они оказывают медицинскую помощь. Помимо здоровья, хочется пожелать терпения, сил, не останавливаться на достигнутом. И, как любой врач, мы должны работать над собой, ставить для себя определенные цели, определенные задачи. То есть совершенствоваться не только в профессиональном плане, но и в тех компетенциях, где мы видим какую-то слабость, какую-то недоработку. А также хотелось слова благодарности, даже, так сказать, близким, которые все реже и реже видят своих мам, пап, которые уходят на работу, на вахту. У нас вахта сейчас идет по 2 недели, когда коллеги работают в инфекционных госпиталях. Убежден, что это действительно та профессия, которой мы служим, которую мы выбирали с чувством, с открытым сердцем. И она действительно воспринимается во благо. И видите, то внимание, которое в последнее время стало отмечать и общество, и со стороны руководства нашей республики, со стороны руководства государства, оно только дает дополнительные положительные стимулы для дальнейшей работы, для дальнейшего оказания медицинской помощи. Поэтому с праздником, хорошего настроения, хорошего дня. Спасибо и вас с праздником. Спасибо.